Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас» в формате 1 на 1. Это уже давно произошло. У нас нет сейчас обсуждений стенка на стенку и тому подобных интересных, на самом деле, вещей. И черпаем мы темы для своих выпусков буквально на лету. Мне довелось, скажем так, проработать по смежным направлениям в программе «Актуальное интервью». И я увидел тему, которая, в принципе, задела меня за живое, скажем так. Профилактика гаджетомании у детей и подростков. И выступающей была медицинский заметий-психолог Евгения Львова. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Евгения Михайловна, спасибо, что согласились на более расширенное, скажем так, и более живое обсуждение данной тематики, потому что, еще раз, не только вообще все проблемы психологии, в частности, как себя человек ведет в условиях современного мира, где стресс буквально на каждом шагу, да, это на самом деле, наверное, одной передачей не обойтись. Мы попробуем сегодня, скажем так, затронуть все аспекты, как вообще выжить человеку, нормальному человеку в условиях, когда на него вокруг все давит, в том числе информационное поле, в том числе и вот эти гаджеты пресловутые и так далее. Да? Поговорим, конечно же, о детях, как о наиболее незащищенной категории населения в этой части. Но я в тот раз высказывал свое мнение, что, возможно, с детьми-то как раз все наоборот и хорошо, да? А возможно, страдают другие группы населения. Вот давайте мы начнем, наверное, не с гаджетов, начнем определение информационного поля вообще. Информационное поле вообще как давит на психологию, как на человека, на ментальность его? Сейчас, да, вот действительно в условиях современности слишком много информации, да, и она слишком доступна. То есть человеку не нужно стараться, например, запомнить, да, если раньше, например, человек идет в библиотеку, читает какую-то информацию, да, ему ее как-то нужно запомнить, да, потому что он не может ее вот сиюминутно где-то достать, да. А сейчас это вот в плане того, что очень много информации, это, конечно, перегрузки, да, бывают, и может быть нарушение памяти и так далее, потому что сейчас действительно нам не нужно запоминать большие объемы какой-то информации. Мы всегда можем достать какой-либо гаджет, да, или включить компьютер там и зайти в интернет и прочитать. Но и, соответственно, это потом не откладывается, да, и вот бесконечный такой поток информации. Конечно же, это не очень хорошо. И также, может быть, с другой стороны давление в плане того, что то, что мы видим, да, везде вот демонстрируется какая-то успешность, да. Ты должен быть там безупречным, красивым, успешным. И когда мы смотрим на это, да, то возникает вот такое вот как бы, самооценка может понижаться, да, в плане того, что а вот я же не настолько успешный, как вот демонстрируется, например, вот в этом информационном поле, да, и тогда тоже, соответственно, какие-то уже начинаются психологические, да, проблемы в плане самовосприятия и так далее, да, какой-то своей успешности. Людям же не запретишь, скажем так, выкладывать там с каких-то горнолыжных курортов. Возможно, это для него это память, это какие-то эмоции, да, которые он старается запечатлеть и оставить в своих социальных сетях. Но, конечно, надо, когда человек с целью извлечения прибыли начинает говорить, вот я успешный из успешных, да, а вы неуспешные из неуспешных, вот здесь вот реально какие-то проблемы могут начаться. Но я не зря упомянул, скажем так, определенные социальные сети в начале, еще до эфира. Вам не кажется, что вот этот успешный успех, он еще и ассоциируется во многом с вашей профессией? Вам не кажется, что вот эти на грани инфо-цыганства вещи, они дискредитируют вашу, уважаемую, на самом деле, очень профессию? Каждый второй стал психологом. Каждая вторая, вернее. Есть такое, да, есть такое. И, конечно, здесь очень важно, да, в плане того, когда сам человек обращается к психологу, хочет обратиться, да, к психологу, он должен понимать, что вот есть действительно люди, которые, например, смогли там получить какую-то, пройти переподготовку совершенно с небольшим количеством часов, да, и уже называться психологами.
Или же вообще есть психологи, тарологи, например, да, там еще эзотерики, но это совершенно другая область получается, да. Или же вот как действительно там человек учился, да, 5 лет, потом еще, может, проходил курсы повышения квалификации, там, переподготавливался, или же вот проходил какую-то определенную такую глубокое образование по определенному направлению, вот как гештальт, психология, психоанализ, там сейчас очень востребована КПТ, да, когнитивно-поведенческая терапия, то есть имеет какие-то вот такие базовые вещи, да, в своем образовании, то, конечно же, ну, понятно, да, в чью пользу нужно делать выбор. Но на самом деле такая проблема существует, да, и сейчас вот разрабатываются законы, ну, на стадии разработки закона вот о психологической помощи, о психологической деятельности, да, и на российском уровне, и на уровне вот Республики Саха-Якутия тоже ведется работа, но пока они все вот в стадии разработки, и, конечно же, там вот хотят, да, чтобы требования к образованию специалиста, ну, были такие достаточно жесткие, и чтобы вот это как-то вот человек мог действительно ориентироваться, да, где есть человек с образованием, к которому я могу обратиться, да, и знать, что он мне не навредит, да, в каком-то плане. Или же вот это просто человек, который вот действительно прошел краткосрочные какие-то курсы и, ну, стал себя называть психологом, да. Реально, по-моему, нужно законодательно запрещать, ну, называться кем-либо. У вас же, к примеру, наверное, как человек, который закончил, ну, специализированный вуз и так далее, 6 лет подготовки, плюс еще огромное количество дополнительного, скажем так, дополнительной подготовки, которая называет вас психологом, да, лежит у вас в бэкграунде. А человек, который буквально 2 недели платно, причем, скажем так, прошел какие-то курсы там и так далее, и потом ему не весть что вручают, которое, ну, может повесить на стенку там и так далее, и так далее. Полиграфия сейчас развита очень. И говорить... Я не говорю про тех реально ваших, скажем так, коллег, которые, ну, много лет ведут работу в плане профилактики каких-то вещей, решения психологических проблем в части вот, по работе с подростками, по работе с любыми категориями населения. Да? Честь им и хвала, и, в принципе, то, что они верны профессии, не ушли, и то, что они остались, скажем так, в русле профессиональной деятельности, но вот огромные тысячи людей, которые примыкают вот на основании, еще раз, каких-то 2-недельных курсов, я просто вот этого не понимаю. Чем все-таки, по мнению сообщества, медицинского сообщества, вредны гаджеты для подрастающего нашего поколения? Но они вредны тем, что вот как раз-таки есть риск формирования вот этой зависимости, да, то есть такого вот, ну, сильного влечения к этим гаджетам. И поэтому, ну, нельзя утверждать, что, конечно, они все вредны и нужно запрещать, да, но нужно все-таки вот дозировать, во-первых, да, и самое главное, это вот какой контент ребенок потребляет, да, надо вот за этим очень хорошо следить, но это, конечно, больше всего ответственность родителей, да, то есть вот, и с какого возраста также вручать, да, потому что, ну, совсем малыш, он и не понимает, да, вот эту пользу, как можно с пользой использовать. Он может там просто играть, еще что-то делать, да? Да. И, соответственно, будет формироваться привычка как раз-таки все время вот, ну, пользоваться этим предметом, да, гаджетом, там, телефоном, планшетом. И поэтому, да, вот контент какой, дозированность и, конечно же, стараться как можно позже это сделать, наверное. Ну вот в школу ребенок собирается, тогда ему нужен вот телефон, ну, чтобы как-то там связаться с родителями, да, там, я иду, не иду, да. Можно даже кнопочный, да, но, конечно же, сейчас все, наверное, знаете, да, что у детей уже есть там, до школьников, да, есть уже, конечно, смартфоны со всеми функциями, да. Ну, на самом деле дети, они оценивают же вот гаджет не по тем, скажем, не по быстродействию процессора, не а по яркости и по размерам экрана, да, то есть он же что потребляет? Обычно мультики потребляет, да? Ну, игры сейчас еще есть. Ну, игры, да, мультики, да. Вот насколько комфортно ему, скажем так, экран большой, поэтому они предпочитают больше планшеты и так далее. Меня удивило другое, да. Как может полуторагодовалый малыш знать, что такое скроллинг? Они же абсолютно вот так так делают. То есть они видят у взрослых и учатся, да?
Такое тоже, да. Вот у малышей же как раз-таки вот эта подражательная функция, она очень сильно развита, да, это, ну, вообще как бы биологически заложено, то есть ребенок тоже, да, как и вот детеныши животных учатся, да, вот вообще жить в этом мире, социализироваться посредством подражания изначально, да, то есть, да, видят, что взрослые так делают, да, вот тоже переключение каналов, это тот же, да, скроллинг. Мгм. И да, и они очень быстро это схватывают, но еще при том, что они все-таки как-то более, да, близки к гаджетам все-таки, нежели там несколько поколений назад, да, и поэтому у них это все очень быстро происходит. Ну да, реально. Мне вот этот Nokia 3310 перейти вот на вот это вот да, было достаточно тяжело, скажем так. Ну не то, что тяжело, но понадобилось время. А полуторагодовалый малыш, когда листает страницы сам, причем он абсолютно точно уверен, что вот так вот нужно делать. В этом отношении здесь напрашивается вопрос. А насколько мы преувеличиваем угрозу все-таки гаджетов? Нет ли такого явления, что все-таки вот поколение, как оно называется, альфа? Вот последнее, Ну да. 23-25 годов рождения, да? Нет ли такого, что это у них практически, ну, это как те вещи, к которым мы привыкли. То есть мы привыкли же к холодильникам, мы привыкли к телевизорам, да, большим плоским. Мы привыкли, не знаю, к радио. Может, они воспринимают гаджеты это абсолютно так же, как вот эти вот вещи мы воспринимаем, как холодильник. Да, конечно, да, гаджеты вот у молодого поколения ну, неотъемлемая часть, да, их жизни вообще. Но надо понимать, что все-таки ребенку надо сначала научиться как-то вот коммуникации. Но еще до коммуникации у него должны определенным образом развиться мышцы и так далее, да. И он должен слышать вот действительно красивую, правильную речь с интонацией, да, которая вот исходит, например, от близкого человека, да, нежели там он в Ютубе смотрит какой-то мультик и там с какой-то вот однотонной интонацией, да, на каких-то повышенных тонах будет разговаривать, ну, какой-то персонаж, да. Поэтому, да, то есть сначала вот это он все равно должен, чтобы как-то вот, ну, в дальнейшем суметь социализироваться, да, ну, во-первых, чтобы у него вообще развилась речь правильная, да, богатая речь, то есть зачастую же сейчас дети у нас вот, ну, язык вообще, да, очень бедный, потому что, ну, вот они сами-то не говорят, они больше вот потребляют этот контент, но он опять же идет не так, чтобы ребенок услышал и он усвоил это, да, вот он может скроллить, то есть без конца, да, ни на чем не концентрируясь. Мы, соответственно, и как бы сейчас даже говорят, что дети много читают, да, но что они читают, да, то есть вот этот контент, который они читают, это тоже не художественная там классика, где очень красивые там используются эпитеты и так далее, да, это все вот, ну, очень максимально упрощенно. Да. Абсолютно с этим вещи. соглашусь. И, соответственно, конечно, да, ну, они, вырастая, не знаю, как будут общаться, да, например, ну, элементарно. То есть человек все-таки существо социальное, да, ему нужно в какой-то мере, да, понятно, что есть интроверты, экстраверты, и кому-то достаточно 1-2 контактов, кому-то нужно там 10 человек, да, в день пообщаться, чтобы быть как-то более-менее удовлетворенным, да, поэтому... Ну. А детям это заменяет общение? Как вы думаете? Или насколько это, в какой доле заменяет общение? Ну, сейчас как бы общение для детей, да, вот, ну, может, подростков, оно для них доступно в том плане, что, например, они действительно после школы расходятся, да, но они все вот там в какой-то чате сидят, да, в каком-то мессенджере и продолжают общение, например. Но с этой точки зрения общение для них становится доступнее. Но ну да, они же в чатах этих набивают. Да, но оно места опосредованное, встречи, да? То есть оно не такое, не живое. Они не могут понять эмоцию, например, собеседника. Да? Понятно, что они там ставят какие-то смайлики и так далее, но интонацию они не понимают, да? То есть получается, можно как-то вот ошибочно воспринять эту ситуацию, да? Вот этот момент, он существовал еще со времен, ну, скажем, древних форумов, да, когда были так называемые там флейм, собеседники друг друга не понимали определенных вещей каких-то и устраивали свое суждение по тем или иным вопросам лишь на основании пропечатанных букв. Да? Пропечатанные буквы, конечно, они, вот, как вы сказали, интонационно, эмоционально, они не окрашены абсолютно.
в этой части вот общения хромают. Но с другой стороны, я вижу детей, которые вживую играют, носятся, бегут, ездят на самокатах, нарушая правила дорожного движения. Да? Они же где-то об этом договариваются, вот встретиться там-то, поесть пирожков, попить сока, потом пойти вот поваляться на песочке, к примеру. Ну, нормальные детские занятия, на самом деле, да? Вот шалости и так далее. И в волейбол они играют. Я вот в последнее время замечаю, подростки очень, причем в групповом командном составе. Да? Нормальное явление. Ну, если они используют вот гаджеты как инструмент, Да. ради бога. Для чего-то, да. Да, ради бога. Но чтобы оно продолжилось в части живого общения, настоящих контактов и так далее, и так далее. В этом я ничего плохого, допустим, и как родитель, и как гражданин вообще не вижу. Ну, да, конечно, это хорошо, да, то есть вот, ну, также вы могли и в свое время, мы могли, да, по телефону договориться, по проводному, да, и пойти гулять. Но вот другое дело, если они поиграли, потом разошлись и легли вовремя спать, да, не зависая вот дальше в своих гаджетах. Ага. Вот это вот время сна и все прочее, оно страдает из-за, как бы скажем так, нераспределенного вот этого количества времени, которое мы посвящаем вот этому. Да, молодость, конечно же, компенсирует, да, как бы в молодости очень легко полночи там где-то ходить, а потом, ну, не знаю, или писать курсовую, а потом пойти ее сдать, да, и как-то весь день потом нормально функционировать. Но все же это как бы истощает организм, да. Сейчас же, наверное, вы тоже слышали, да, что есть дети очень тревожные, да, есть уже бывает, что депрессии у детей, да, появляется вот. Но откуда это берется, да? То есть вот вообще, если брать с медицинской точки зрения, да, с точки зрения здоровья, обязательно должен быть полноценный сон. 7-8 часов, и, соответственно, да, он не должен смещен, например, в 3 часа ночи уснул человек и в 10, в 11 там, к обеду проснулся, да? Нет, это должно быть все-таки в ночное время желательно. Ну и, соответственно, питание тоже, да, чтобы был распорядок определенный, человек питался, вот тоже и продукты, да, какие ребенок потребляет, надо смотреть. Чипсы, кола, там еще что-то, да, такое, или уже все-таки нормальная домашняя еда. То есть это, ну, такие факторы, которые всегда нужно соблюдать, и родителям надо это, ну, всегда помнить, да? Ну, это одно, да, вот мы затронули молодое поколение, юное, подрастающее, да, взрослые абсолютно, вот мы с вами, да, вот иногда и среди взрослых наблюдается, ну, так называемый скроллинг, да, то есть стало же мемом. Встретились, называется, в кафе, да, уткнулись в телефон, и каждый смотрит свою ленту. У взрослых чем вот вызван вот эта, не знаю, потребность постоянно вот так обновлять информацию, которую он получает? Ну, это как конфеты, наверное, да? Ну, что такое, да, получить такое быстрое удовольствие, да, как вот дофамин, да, сейчас обычно вот, ну, модно стало говорить, да, вот о всех гормонах, да, там, которые мы получаем, ну, производим, да, например, вот посмотрели там какой-то смешной ролик, да, обрадовались, вот, какую-то дозу вот хорошего гормона мы получили, да, но и вот этот процесс, он, ну, появляется вот привыкание, да, взрослому тоже вот, опять же, этот скроллинг, да, то есть без конца. Но это плохо тем, что вот, ну, какого-то итога нет, да, просто мы поскроллили, и бывает такое, что не помнишь, что ты смотрел конкретно, да, о чем ты смотрел, да. И остановиться невозможно. И остановиться невозможно, да, вот и ночью тоже, да, там посмотрю там до скольки-то, а в итоге там уже 3-4 часа ночи, да, и человек еще не спит. Но здесь много причин, да, то есть если мы берем вот, опять же говорим, гаджетозависимость, да, то есть она действительно это может развиться в любом возрасте. И здесь нельзя сказать, что конкретно вот это есть, ну, причина, да, вот этой зависимости. Это могут быть и биологические факторы, да, там, когда, например, как-то вот, ну, гормоны, ну, не знаю, там, щитовидная железа плохо работает, или там какие-то эти факторы, что у человека, например,
не вырабатывается этот дофамин, да, как-то самостоятельно. И приходится вот это стимулировать, да, через какие-то химические зависимости, ну или вот гаджетозависимость, да. Или, может быть, это психологические какие-то проблемы, уход. Щитовидка и телефон? Нет, ну щитовидка, там и другие гормоны, да, там как. Например, психологический, то есть это как уход от проблемы, да, или вот... Эскейпизм. Да, или же, например, как выгорание тоже, да, то есть вот, ну, как-то отвлечься, да, от какой-то рутины, может быть. Может быть, есть у человека ранее были какие-то травмы психологические, да, то есть тогда тоже вот есть такая склонность уходить, да, вот от проблем, да. Либо же какие-то социальные причины, то есть человек чувствует одиночество, да, но опять же, да, если человеку трудно налаживать контакт, да, там и так далее, опять же, это может быть к психологии, да, вопрос, ну, психологии человека, что почему, да, что помешало ему, ну, в свое время, там, не знаю, наладить определенные контакты и так далее, да, чтобы вот иметь общение. И вот когда-то одиночество, да, например, он тоже, телефон там или планшет или компьютер, да, становится лучшим другом. Особенно с ИИ, которому сейчас можно доверить абсолютно Да. все вопросы. Да? Я тогда начинаю понимать, почему в социальных сетях наиболее активные группы — это мамочки молодые, да? Которым, ну, урезали, скажем так, ну, минимум на протяжении 1,5 лет среду обитания и вопросы, с которыми они могут быть связаны. То есть если 1,5 года одно и то же делать, там, подгузники, каша, молоко и так далее, ну, реально можно кукухнуться немножко. Да, еще прибавьте недосып, ну, конечно, происходит истощение, да, и тогда вот, ну, где спасение? А самое доступное, наверное, да, сейчас вот все-таки действительно. Ну, то есть там, конечно, можно как-то договариваться, да, какие-то вот там, надо искать мамочку, да, да, отдохнуть и так далее, да, но в рутине, наверное, да, когда вот рабочая неделя и так далее, да, действительно спасение может быть вот поскроллить, немножечко отвлечься, да, там помечтать, может, повизуализировать что-то другое, да. Ну, реально, я начинаю понимать еще раз, почему вот так огромное количество, скажем так, под определенных комментариях и так далее, они хотят социализироваться, возможно, да, вот эти же мамочки, которые, ну, грубо говоря, заперты в 4 стенах. Да. Почему нет? Там же, да, конечно, все же разные, да, мамочки тоже. Кому-то, может, очень важно, да, быть услышанной, кому-то, может, важно все-таки вот, ну, находиться, как сказать-то, ну, держать руку на пульсе, да, не совсем там погрузиться в материнство, да. И отсюда же начинает мне казаться понятным вот эта вот реакция, которую, ну, высмеивают многие, да, я ж мать. То есть гипертрофированное какое-то проявление определенных каких-то реакций на те или иные проблемы. Ну, допустим, ребенок упал там и так далее, она сразу же побежала, там чуть ли не на скорую отвезла и так далее, и так далее. То есть она должна проявить, что она заботливая мать, что она, ну, реально как бы, ну, гипертрофирована. Не так просто синяк погладил, да, а что-то сделал большее, чем, ну, необходимо было. Вот мы затронули вопрос социализации, да, и, конечно, вот тут, поскольку мы идем по возрастам, должны обязательно коснуться пожилых людей, для которых, на самом деле, вот наиболее болезненно далось вот этот переход к смартфонам, планшетам, да, наиболее болезненно. У меня мама, к примеру, до сих пор не умеет включать камеру в телефоне. Я считаю, это нормально. Да? Но при этом они отсылали вот эти открытки, они здоровались, они приветствовали ровесников, одноклассников и так далее. И за счет этого, опять же, находясь в условиях больших городов современного мира, они, ну, не теряли связь с ними. Они хоть как-то, но не живыми встречами и так далее, они социализировались. В этой части меры, которые предпринимает и государство, и обстоятельства диктуют, да, они ударили максимально больно именно вот по этой категории населения, которые, ну, не все же перешли в МАКС. Согласны вы с этим? Ну, да, наверное, есть такая проблема. А вот как помочь нашим пожилым, нашим родителям? Помочь в плане? В плане скомпенсировать вот тот уровень социализации, который они имели буквально недавно. Через гаджеты. Вот кому не во вред, так это им.
То есть у них нет... Ну, действительно, да, отмечается, что для пожилых людей, да, вот это вот, когда они осваивают определенные, да, функции телефона там или планшета. Им полезно даже. Им полезно, потому что это действительно, то есть бывает, что они ограничены, да, там не могут, например, постоянно, часто выходить из дома, да, по каким-то причинам, связанным, может быть, со здоровьем. И, соответственно, да, они всегда на связи, общаются, ну и можно общаться действительно с большим количеством людей, да, и одноклассники, одногруппники, еще кто-то, да, коллеги там. Ну, это больше, наверное, технический вопрос все-таки, да, как им помочь. Но вы тоже знаете, что есть какие-то средства, которые можно, да, установить, и родители могут, как бы, ну, например, да, старшее поколение может продолжать общаться. Но на самом деле здесь надо понимать, опять же, да, что нельзя вот просто заменить им живое общение вот этими вот социальными сетями, да. То есть есть и другие, да, социальные сети, где можно, например, находиться, там, одноклассники, еще что-то, да. Но это же не заменит живого общения, да. То есть это в любом случае забота о пожилых, она, ну, должна, дети, да, как-то должны все-таки быть рядом, поддерживать, да, через любые средства, да, технические, находить с ними связь и общаться. Человек все равно, если есть возможность, да, должен выходить из дома, какие-то дела, да, делать, там, не знаю, ходить в театры, выставки. Сейчас же очень много есть такие вот, ну, тюмсю-сообщества, да, где бабушки там собираются, шьют, еще что-то делают, помогают сейчас СВО, да, тоже плеть, сети плетут и так далее. Есть там, где собираются потанцевать, да, то есть и мужчины могут приходить туда, да, то есть есть школы 3-го возраста. То есть по возможности все равно, да, стараться, чтобы взрослое поколение, ну, имело вот такой досуг вне дома. Ну, здесь мы, опять же, проецируем вот проблемы подрастающего поколения вот на пожилых, да, то есть использовать гаджеты как инструментарий вот для более качественного, живых коммуникаций, ради бога, почему нет? Да. Ну, здесь надо им помогать в плане того, что вот, ну, как этим пользоваться, да, то есть какие-то, есть даже, ну, опять же, курсы, да, там, компьютерной грамотности или вот, может быть, как в социальных сетях общаться, да, ну, и здесь же риск вот этих вот мошенников и так далее, да, то есть все-таки человек в возрасте, он более доверчив, да, критика снижается, и когда вот какие-то такие моменты там очень не дают время подумать, да, человеку, нагнетают обстановку, да, вот, то здесь же очень легко, ну и взрослому, и работающему человеку легко попасться, да, на какие-то такие уловки, а, соответственно, людям в возрасте это, ну, легче их туда, ну, втянуть. Ага. Да, вот здесь немаловажный аспект, на самом деле, современности мы затронули, да, когда цифровая, скажем так, цифровая безопасность, она, ну, чуть ли не во главу угла, да, потому что сбережения наши где? На картах. Меня вот всегда смущал вопрос, вот какие-то сотрудники спецслужб или там представители Центробанка могут позвонить. Ну, я знаю, что просто не могут они звонить. В лучшем случае бумажную повестку получу, да? Или там что такое. Но как можно вот убедить человека в том, что с ним разговаривают там, спецслужбы из какой-нибудь или что-то типа такого? Вот этот аспект я реально слабо очень представлял. И взрослых, обычных, вполне подготовленных людей же, специалистов большого уровня, могут. Входят в доверие, да? Заставляют. Как? Но они же тоже там, они не просто так, да, берут, ну, используют какие-то вот психологические механизмы, да, там бывает, что они на страх давят, да, там вот, на какую-то ответственность, да, то есть вот люди как раз-таки старшего поколения же, да, сейчас вот молодые говорят, мы никому ничего не должны, да, а люди старшего поколения, они же вот такое, ну, есть такое вот долженствование, да, я должен, я ответственен, там еще что-то, да, и на это тоже рассчитано, да, например, же они звонят и говорят, там, вы совершили ошибку, там у вашей организации что-то грозит, вашего там директора могут, не знаю, там, что-то с ним сделать, или от имени директора выходят на связь, да, вот ты совершил ошибку, давай-ка исправляй, да, а для этого тебе надо это. Ну и человек вовлекается, да. Ну, мне кажется, от этого вообще никто не застрахован.
Но страдают больше пожилые и, еще раз, подростки, да, потому что, ну вот, сколько мы случаев, скажем так, трагических после тех или иных оценок на ЕГЭ, к примеру, да, или там не выдерживают перегрузок, в том числе и психологических, во время подготовки к определенным экзаменам, да, подростки. Их же, наверное, максимально так же легко, так как и пожилых, обработать психологическим методом, потому что на той стороне, по ту сторону экрана, да, колл-центрах мошеннических и так далее, сидят же ваши коллеги. Ну, получается, что да. То есть, ну, люди или специально обученные, да, которых Да. обучили говорить и вот дергать, ну, за определенные ниточки, да, чтобы человек мог на это повестись. Там бывает, что вот они не дают думать, да, то есть ситуация стресса, естественно, да, мозг отключается немножечко, да, то есть вы, наверное, сами знаете, когда вы идете, ну, шли на экзамен, например, какой-то, да, появляется волнение и ощущение, что ты ничего не знаешь, да, все забыл. Вот так же они и работают, да, то есть на страхе человек перестает мыслить адекватно, и вот эта вот критика снижается, и тогда вот они уже свои действия предлагают, да, там перевести деньги и подписать документы на квартиру или еще что-то. Получается, вы всегда в условиях выбора, да, или вы на темной стороне, люди, которые могут, скажем так, манипулировать определенными ниточками сознания, да, либо вы на светлой стороне, да, либо вы помогаете людям, либо изымаете у них средства. Ну, нет, я с этим не соглашусь. Почему? Ну, еще раз говорю, в колл-центрах и так далее, все-таки в штатных единицах и так далее, скорее всего, сидят определенные ваши коллеги. Ну, вот понимаете, да, вот вы же сами говорили про вот это инфо-цыганство и так далее, да, то есть вот эти механизмы освоить и как-то их применять, это... Достаточно легко. Да, как бы не стоит большого труда, да, поэтому вряд ли, я не думаю, что... Ну, я, конечно, не могу 100% утверждать, что там нету психологов, да, но все-таки я за своих коллег буду заступаться и говорить, что мы работаем и стараемся по мере своих возможностей приносить все-таки пользу, да, каждый на своем месте. А то, что там вот происходит мошенники, я вот, наверняка какие-то технологии, да, есть вот понятие технологии, да, вот сейчас тоже вот эти инфо-цыгане же продают какие-то технологии, да, то есть по такому же принципу, скорее всего. Вот как подергать за ниточки, да, это больше может быть даже какие-то сектантские, да, такие нюансы там есть. То есть зная, да, что вот человек, как он будет действовать. Мы буквально одной цитатой коснулись одной наиболее такой, над которой спорят великие умы, да, на текущий момент. Grok, ChatGPT, Interplexity, Gemini и так далее. Это название всего одно и то же. Да? То есть человек легко может найти лучшего собеседника, лучшего друга в лице искусственного интеллекта. Уже есть прецеденты, описанные и вашими коллегами, и в достоверных источниках, в том, что человек становится зависимым от общения с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект, он семимильными шагами действует, он генерит сейчас изображение, которое не отличить от этого. Он обладает голосовым интерфейсом, то есть он может разговаривать с вами, как человек с человеком. Да? В чем опасность этого процесса? Ну, опасность, опять же, в том, что мы вообще тогда можем потерять какую-то связь с реальностью, с обществом таким реальным, да. Это, конечно, он может и интонацию, наверное, да, сгенерировать там и так далее. Генерирует абсолютно. То есть сейчас же все разработчики, да, Сбер, Яндекс и так далее, они конкурируют, насколько правдоподобно выглядит ладно, человекоподобную работу, они еще долгое время будут, скажем так, скованы в механике движения. Но еще раз, у вас есть дома Яндекс-колонка? Нет. Алиса? Нет. Слышали же когда? Я знаю, да, что это. Интонации вполне уже живые, да? Для озвучки используемые голосовые вот эти интерфейсы, мне уже не нужен живой артист, на самом деле, в продакшне. Во многих вещах. Они очень качественно выполняют свой алгоритм. Очень качественно. И я считаю, что перспектива окунуться в матрицу, да, здесь уже более... Совсем рядом, да? Да, и люди манипулируют на этом. Посмотрим опять в тех же социальных сетях.
Вот разрыв матрицы, проехало совершенно две одинаковые машины там, и так далее, и так далее. Люди манипулируют этим, оперируют с этим, делают на этом просмотр, соответственно, монетизацию, где это возможно, да, делают деньги. В очень непростой век мы с вами, выпала честь с вами жить, Евгения Михайловна. Я благодарю от имени своих телезрителей вас за то, что вы, ну, с точки зрения специалиста, заметьте, не инфо-цыгана, а специалиста, дипломированного, который закончил профильный вуз и так далее, согласились побеседовать вот на эти вот, на самом деле, очень непростые вещи. Вопросы ставятся не только вашими коллегами с точки зрения медицины, да, не только педагогами, но и всем обществом. То есть качество общества, которое оценивается из-за вмешательства вот этих факторов, там, гаджетов, искусственного интеллекта и так далее, насколько оно будет высоким. Вот в чем вопрос. И это вопрос уже существования и социума, и государства. Да. Поэтому нужно разбираться в этом, нужно работать с этим по мере возможности в части профилактики, в части улучшения, опять же, потребления того же контента и так далее. Иначе, ну, реально, вот матрица, она совсем рядом. Она в наших сознаниях всего-навсего. Да. Угу. Я очень рад тому обстоятельству, что главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Евгения Михайловна Львова согласилась сегодня поговорить на эти очень-очень непростые темы в части профилактики и в части и культуры потребления вот этого контента, кем бы ни был, да, взрослыми, подростками, пожилыми, с нами. И я думаю, что как один из нас вы были максимально интересны нашим телезрителям. Спасибо, что приняли наше приглашение. А мы с вами увидимся ровно через неделю.